Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Добрый вечер, и сегодня в эфире. Контрольные рейды главы Айсен Николаев совершил объезд по строящимся объектам образования в столице, что показала проверка. С корабля на бал. Завтра в Якутск прилетит новый гендиректор авиакомпании «Якутия» и приступит к работе. Какие задачи перед ним стоят, Минтранс провел брифинг. Выжившие два в Верхоянской тайге нашли мужчину, его искали 2 недели. Как его удалось найти и как мужчине удалось выжить? Неудачное соседство. Жители одного из домов в Якутске по Лермонтово жалуются на пивной бар. Псевдокафе собирает пьяных и мешает жить. Могут ли власти закрыть это заведение или не все так просто? От якутян на турнире остался только Егоров. Последние новости с ринга чемпионата России в Якутске. 3 команды, бой на ножах, затем огнестрел. В Якутске прошли соревнования по киберспорту. Кто участвовал и в какой игре? Сегодня в городе Керчь произошел подрыв взрывного устройства неустановленного образца. ЧП случилось днем в Керченском политехническом колледже. По предварительной информации погибли 10 человек, 50 пострадали. Как сообщают очевидцы, взрыв произошел в столовой. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и специалисты МЧС. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Уголовное дело возбудили по факту гибели 3 человек на реке Алдан. В ненадлежащем оказании услуг подозревается местный житель. Напомним, накануне перевернулась лодка на реке недалеко от населенного пункта Мегино-Алдан. В лодке было 9 человек, 5 удалось выбраться самостоятельно. Судьба еще одного человека пока неизвестна. Лодка следовала по маршруту Кескиль-Крест-Халджа, это в Тампонском Улусе. Сейчас на месте происшествия работает инспекция по маломерным судам Тампонского района, муниципальная пожарная часть, администрация села и другие специалисты. Всего в поисках задействовали 16 человек и технику, в том числе от МЧС 2 человека. Кроме того, работает психолог с пострадавшими и родственниками погибших. На устье там мотора заглушили. Уже фонариков не было видно. Вообще света ничего не было видно. Заглушили, и там крики еле слышно было. Туда подъехали. На берегу 4 человека стояло. Лодка перевернутая дном, вверх дном лежала. Дно видно только было. И мы стали переворачивать лодку на 2 моторах. А так в сапогах не зайдешь, глубина больше метра. Одной лодкой тянули, одной толкали. Еле как перевернули. И там 3 нашли. 4-го не было. Силы МЧС и населения на днях также были привлечены и в Верхоянском районе. Там пропал мужчина. Он заблудился в горах и 2 недели бродил по бескрайней тайге. Как его удалось все же найти и как мужчине удалось выжить на такое долгое время, рассказывает Мария Макарова из Верхоянска. 27 сентября стоял обычный для Заполярного края осенний день. Руслан Иванов, находясь в местности Сордон-Сартанского наслега, где он вместе с приятелем строил зимовье, поднялся на гору разведать дичь. Внезапно образовавшийся туман сбил его с толку, и он потерял ориентировку в местности. Туман, окутал туман, видимо, снизилась. Я был одет очень легко, в свитере с капюшоном, бейсболке и в резиновых сапогах. Решил идти вдоль речки против течения. Спал по полчаса на земле. Долго не лежал, вставал и шел дальше. Боролся за жизнь, надеялся найти охотничий домик, людей.
На третьи сутки скитаний нашел заброшенную избушку оленеводов и там отлежался, отдохнул. Сильно натер ноги, на улице нашел старую одежду и утеплился. В этой сторожке отлежался 5 дней и пошел обратно искать людей. Из еды у него были только ягоды, растущие неподалеку от реки. Найденная в избушке игла пригодилась, чтобы соорудить удочку, которой Руслан предпринимал попытку ловить рыбу. 5 дней Руслан провел в избушке. Как бы ему не хотелось покидать, как тогда ему казалось, теплое место, желание найти свой настоящий дом оказалось сильнее. Ориентиром ему служило течение реки, но его очередной многодневный поход не увенчался успехом, и Руслан был вынужден вернуться к избушке. Именно здесь, спустя 2 недели, его нашли участники поисковой группы. Когда рыбачил, услышал голоса людей. Подумал, из-за усталости и недосыпа они мерещатся. Встал и увидел дым от костра. Люди меня тоже заметили и прибежали. Я очень сильно обрадовался, что нашелся. Благодарю всех, кто искал меня. В этой ситуации меня спасло то, что часто бываю в тайге. Руслан признался, что он ни на минуту не терял надежду найти людей и дорогу домой. Но в то, что в такой дали его найдут, он не верил. Из случившегося Руслан сделал для себя выводы. Но отказаться от вылазок в лес не намерен. Только уверяет, что впредь его надежным спутником станет навигатор. Мария Макарова, Анна Рожина, НВК Саха, Верхоянский Улус. Ну, тема актуальная, я думаю, можно на этом остановиться, немножко это обсудить. Анастасия, такие случаи у нас очень часто в Якутии проходят, когда люди теряются. Что пишет МЧС, что советуют спасатели, какие первоначальные действия должен предпринять человек, если, не дай бог, попал в такую ситуацию? Главное, Влад, в первую очередь спасатели рекомендуют не паниковать, постараться вернуться назад по своим следам. Также нужно прислушаться. Шум поезда, гудки автомобиля помогут человеку сориентироваться. Если есть ручей или речка, то нужно следовать вниз по течению, но не следует выбираться из лесу ночью. Как только начинает темнеть, лучше заняться благоустройством ночлега. Да, вот такие простые советы как раз могут спасти чью-то жизнь. Очень полезная информация. МЧС проверяет торговые центры Якутска на предмет нарушений. Сегодня осмотрели центр Делей. Репортаж Кристины Якуповой. Когда давления уже не хватает, включается первый, второй насос включается. Вот схема автоматизации у нас все. В торговом центре 250 датчиков. Дым только появился, а сигнал уже поступил в пожарную службу. Радиоканальная беспроводная система «Стрелец», выход на 01, все есть. Сотрудники МЧС проверяют запасные выходы, оценивают работоспособность сигнализации и систем оповещения посетителей. На основании требования прокуратуры города Якутска на территории городского округа город Якутск проводятся внеплановые проверки с целью исполнения законодательства по вопросам пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей, таких как детско-развлекательные центры, торговые центры и другие объекты с одновременным пребыванием свыше 50 человек. По федеральному закону о пожарной безопасности в каждом здании должны быть эвакуационные выходы. А также должны быть указатели, которые укажут путь к спасению в случае чрезвычайной ситуации. Проход к эвакуационным выходам должен быть всегда свободным, а двери открытыми. Не менее 2 эвакуационных выходов должно быть. Но там зависит еще в зависимости от площади здания. На данном объекте здесь 5 эвакуационных выходов, которые мы все прошли. Что на 2-м, что на 1-м этаже. Все эвакуационные выхода открыты, а также имеются запоры, открывающиеся изнутри без ключа. В поле зрения регионального МЧС еще 40 торговых центров Якутска. Если найдут нарушения, то минимум штрафы. В худшем случае приостановление деятельности объектов. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Пивной бар мешает жить. Жалуются жильцы дома по Лермонтова 117 в Якутске. Люди устали от соседства с таким заведением и просят городскую власть закрыть это псевдокафе. Возможно ли это или все-таки не так все просто? Разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. Воскресенье, 11 часов утра.
Люди уже похмеляются, тут запах такой, который не передать, конечно, на камеру. Ну как можно вообще, вот я хочу обратиться вот к хозяину вот этого заведения. Может, он все-таки это под свои окна перенесет? Наталья живет в доме напротив. От пьяных разборок, которые происходят под окнами, устала. Жизнь портит многочисленные алкомаркеты. И вот очередной удар для жителей. Открылся бар. Через дорогу школа и детский сад. У нас очень много деток тут ходит, и тут у нас рядом остановка. Мы боимся, что просто как бодливая коза или что там. Вот будут так люди, контингент собираться и устраивают тут непонятно что. Особенно несанкционированный туалет под нашим домом, так как это часто очень встречаем. Раньше на этом месте была зеленая зона, теперь вотчина зеленого змея. При строительстве торгового дома людям обещали продуктовые магазины и канцелярию. В результате 2 алкомаркета и псевдокафе. Позвонила в Роспотребнадзор. Мне сказали, ну найдите собственника, осветите всю эту мусорку, всю эту тему. Вот мы осветили и обращаемся в Роспотребнадзор. Или куда там еще нужно, в нашу эту управу беззубую, которая тоже разводит руками. Никто ничего сделать не может. Я не могу понять, у нас хозяин какой-нибудь вообще есть здесь? Или что хотим, то и творим. Чиновники мэрии Якутска знают о проблеме, только помочь не могут, связаны законами. Окружное администрация города Якутска будет направлена информация в городскую прокуратуру для проведения внеплановой проверки в отношении указанного объекта. У прокуратуры, в свою очередь, тоже есть свои ограничения. Закрывать насовсем подобного рода кафе они не вправе. Могут только приостановить деятельность максимум на 90 суток. К примеру, это кафе на улице Ленина из-за выявленных нарушений закрывали на 60 суток. После недолгого перерыва он снова открыт. Проблему нужно решать на федеральном уровне, приравнять пиво к крепкому алкоголю. Подобный законопроект уже инициировали, но не поддержали в Минфине. Однако в пресс-службе министерства отмечают, что ужесточение необходимо, поскольку Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выявила нарушения в обороте пивоваренной продукции. А пока здесь, в Якутске, жители Лермонтова 117 готовы подписать любую петицию, лишь бы избавиться от беспокойных соседей. Марьяна Кутукова, Петр Шестаков, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас реклама меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Контрольные рейды главы Айсен Николаев совершил объезд по строящимся объектам образования в столице, что показала проверка. С корабля на бал завтра в Якутск прилетит новый гендиректор авиакомпании «Якутия» и приступит к работе. Какие задачи перед ним стоят, Минтранс провел встречу с журналистами. Последние новости с ринга чемпионата России в Якутске. И 3 команды, бой на ножах, затем стрелялки. В Якутске прошли соревнования по киберспорту. Кто участвовал, в какой игре, кто победил, подробнее позже. Якутия-24 продолжает прямое вещание. Это программа «Итоги дня». Мы продолжаем наш эфир. 3 объекта культуры, 4 школы, 5 детских садов строятся в Якутске одновременно по системе государственно-частного партнерства. Когда будут сданы все эти объекты, рабочая группа во главе с руководителем республики Айсеном Николаевым провела сегодня рейд. Что показала эта проверка, сюжет Ланы Ильиной. Соответственно, вот отдельные входа и, соответственно, уже пожарные. Став главой Якутии, Айсен Николаев еще сильнее заостряет внимание на вопросах образования. В 2015 году, будучи руководителем Якутска, Николаеву удалось заключить 3-стороннее соглашение о государственно-частном партнерстве. Суть проста. Бизнес и правительство Якутии строят объекты дошкольного, общего и дополнительного образования. Газэнергомонтаж заключил соглашение на строительство 12 социальных объектов в 2015 году. 7 из них будут введены уже в этом году, 5 в следующем 2019 году. 25-ю школу откроют в этом году. Здание рассчитано на 350 учеников. По соглашению идет техническая эксплуатация объекта. То есть до 2026 года мы будем эксплуатировать данный объект, вести техническую эксплуатацию. Тем самым будет полностью гарантия качества и проверенность объекта. Детский сад «Ивушка» в Сайсарском округе сдадут раньше времени, на 9 месяцев. На данный момент строительство уже практически на последней стадии. Остались только дизайнерские работы и полы. Вот. Детский сад хороший, с бассейном.
Мы очень благодарны и правительству, и частникам, и нашему мэру за то, что наконец-то он строится. Решится и многолетняя проблема со строительством 35-й школы по улице Тургенева. Возведение объекта затягивалось из-за судебных тяжб между заказчиком и генподрядчиком. Сейчас школа почти готова. Есть вопросы по оснащению оборудования. Дали поручение главе города совместно со своими структурами буквально в эти дни решение принять. Уверен, что решение будет принято, оборудование будет поставлено соответствующее. И до Нового года объект уже будет тоже введен. Очень долго и родители, и дети 35-й школы ждут этого объекта. Объект этот финансируется в основном за федеральные деньги. И, конечно же, контроль за ним очень жесткий. И в случае, если объект не будет введен вовремя, конечно, в последующем говорить о включении объекта в городе Якутска, какие-то программы по развитию Дальнего Востока может быть проблематично. По некоторым стройкам есть отставание от графика. Глава Якутии поручил ускориться подрядчикам, а нынешнему руководству города постоянно следить за ходом работ. Все нужно сдать в срок. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутск. В ближайшее время ремонтные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск будут приостановлены. Это связано с наступлением холодов. Об этом сегодня сообщил министр транспорта, дорожного хозяйства республики Александр Тарасов на встрече с прессой. Озвучили, что общая длина искусственной взлетно-посадочной полосы составляет 3 с лишним километра. Ремонтные работы идут на участке 970 метров. Сегодня для выполнения перевозок пассажира, грузов, почты воздушным транспортом остается участок протяженностью 2200 метров. Это позволит самолетам летать без ограничений и изменений расписания. Ремонтные работы будут возобновлены в мае будущего года. Мы собираемся в городе Якутске в аэропорту провести совещание с главным заказчиком администрации гражданских аэродромов и с представителями Росавиации, где определим сроки, подведем итоги первого года реконструкции, посмотрим, наметим планы, поработаем над проблемами и над теми задачами, которые у нас на сегодняшний день стоят. А на сегодня сколько работ, какие работы уже произведены и какие будут в следующем году? Ну, работы производились на самой полосе, работы проводились вокруг, то есть по рулежным дорожкам. На будущий год предполагается, вот мы как раз на этом совещании планы еще раз отметим, но я так думаю, что предполагаться будет это вокруг взлетно-посадочной полосы вся инфраструктура портовская имеется в виду. Речь на брифинге шла и о реконструкции аэропортов отдаленных районов Якутии. В соответствии с распоряжением правительства республики утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в состав которого включены 16 аэропортных комплексов республики, куда вошли Якутск, Алекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая гора, Верхний Вилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Нейрунгри, Полярный, Усть-Нера и Маган. Реконструкция всех наших аэропортов северных вошли в программу развития транспортной системы России, но там вся эта программа начнет работать с 2019 года. Сегодня вопрос решается о финансировании тех аэропортов, которые имеют проектно-сметную документацию. И намечено, что с 2019 года часть каких-то аэропортов будет, с 2020 года другая часть, с 2021 года третья часть. Но все будет принято еще тогда, когда Минфин окончательно скажет, на какую сумму. Потому что сумма предполагалась 34 миллиарда рублей. На брифинге с министром также говорили про авиакомпанию «Якутия». Александр Тарасов сказал, что главными задачами, которые ставит правительство республики перед новым руководством авиакомпании, будет сохранение АК «Якутии» и персонала, прежде всего летного состава. Тарасов, комментируя уход Ольги Федоровой с поста руководителя компании, отметил, что с ее стороны было сделано многое, чтобы сохранить авиакомпанию, но сейчас необходимы новые подходы к управлению. Назначенный на этот пост Владимир Горбунов, по словам Тарасова, пришел туда не с закрытыми глазами. Он ознакомлен с финансовым состоянием авиакомпании и понимает те задачи, которые перед ним стоят.
В Якутск новый генеральный директор прибудет завтра, 18 октября. Анастасия, говоря о новом гендиректоре авиакомпании «Якутия», какие пункты из его трудовой биографии можно выделить, так как якутянам он пока малоизвестен? Да, ранее сообщалось, что Владимир Горбунов занимал должность генерального директора российских лоукостеров «Авианова» и «Добролет». Также возглавлял авиакомпанию «Норд-Авиа», работал в компании «Airbus», был советником главы «Аэрофлота». Кандидатуру Горбунова на должность генерального директора авиакомпании «Якутия» утвердил Совет директоров авиакомпании 5 дней назад. Вот как пишет пресса, он работал в этих авиакомпаниях с разным успехом, но если Ольга Федорова – это крепкий, уважаемый экономист, то Горбунов – это отраслевик, он работал только в авиационной сфере, в этом его главное отличие и преимущество перед предшественницей. Но будем наблюдать, удастся ли ему вытащить ситуацию в авиакомпании «Якутия» на стабильный уровень, потому что АК «Якутия» для населения Якутии, для республики важнейший, по понятным причинам, важнейшее предприятие в нашем регионе. Да, это действительно так. Переходим к другим темам. В Якутии может появиться национальный парк для защиты популяции стерхов. Власти республики завершили проектирование такого парка, и в 2019 году это предложение будет внесено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии страны. Стоит отметить, территория нашей республики играет важную роль в выживании стерха. Здесь сосредоточены гнездования и места интенсивных миграций наиболее крупной восточной популяции. Охрана стерха осуществляется в 19 особо охраняемых природных территориях, наиболее важным из которых является заповедник Кыталык, занимающий площадь свыше 16 тысяч квадратных километров. В Якутске прошли соревнования по киберспорту. По известной компьютерной игре Counter-Strike за звание лучших боролись 3 команды, состоящие из людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюжет Артура Габышева. Напряжение нарастает, каждый игрок сосредоточен. 3 раунда популярной компьютерной стрелялки Counter-Strike. Участники 15 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим мероприятие уже 2-й раз по Counter-Strike, чтобы наши инвалиды принимали активное участие и знали, что есть такие активные люди, которые могут принимать участие в городском обществе инвалидов. Игра до 3 побед. Сперва бой на ножах, затем с огнестрельным оружием. Является ли киберспорт настоящим спортом? Споры до сих пор не утихают. Киберспорт, он немного схож с шахматами по-своему. Еще говорят тут, как говорят в Южной Корее, киберспорт — это шахматы 21 века. Ну, собственно, мы и стараемся тоже соблюдать такие же тенденции. 3 команды, в каждой по 5 человек. В виртуальной битве сразились геймеры Северо-Восточного федерального университета и Якутского техникума-интерната для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо организаторам. Еще бы такие организации там проводились по спорту, там, по играм всяким. Желаю своей команде удачи всем, тем, которые играют. Киберспорт развивает командную работу и скорость мышления, уверены участники соревнований. Это не последний турнир по компьютерным играм. Организаторы надеются, в следующий раз команд будет больше. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск. Киберспортсменам желаем развития. Что у нас по спорту в реальном пространстве? Да, Влад, действительно, это, конечно же, событие, которое проходит у нас в спортивном комплексе «Триумф». Речь идет о чемпионате России по боксу. Сегодня завершился предварительный этап. В весе до 60 килограммов выступил якутский боксер, чемпион Дальнего Востока Михаил Варламов. Его соперником был бронзовый призер чемпионата России 2017 года Федор Степанов. По итогам упорной схватки победа была отдана Степанову. Поражение потерпел еще один якутский боксер Роман Абутов. Завтра у спортсменов выходной, а уже в четверг пройдут полуфинальные схватки. Финалы чемпионата и торжественное закрытие пройдут в субботу. Да, молодые ребята, выходцы с юниорской команды, рвутся в национальную основную команду, хотят тоже занять место в национальной команде. И
За счет этого есть конкуренция и достаточно интересные бои. Молодое поколение достаточно агрессивное, да, сейчас тем более тенденция бокса, боксировать агрессивно, да, сидеть на сопернике, носить больше ударов. Вот выходцы из юниорки как бы показывают такой бокс, достаточно успешно. Есть молодые пацаны, которые боксируют очень хорошо. Таковы были итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь на телеканале Якутия-24 и будьте всегда в курсе.